Отличное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома после 9 утра. Личное утро. Доброе утро, друзья. Личное утро. У нас депутат парламента Янис Адамсон, с которым можно рассказывать много, даже книгу, кажется, можно написать. И не одну. С добрым утром. Доброе утро. Я в свое время, когда мне предлагали писать мемуары и так далее, во-первых, я считаю, что рановато. И еще не дошел до того возраста. Но я уже мысленно поделил и придумал приблизительное название. Это «Приключения Швейка в Красной армии» и «Приключения Швейка в независимой Латвии». Заметьте, двухтомник уже напрогнозировал. Ну, естественно. Трехтомник, может быть, уже «Приключения в НАТО и в Евросоюзе». Ну, это надо подумать. Ну, тут уже другие какие-то. Это уже такая чистая политика, а не приключения. При чем тут политика? Наша жизнь – это сплошной юмор. Да, ну вот мы... Понимаете, вот смотрим, чем вы там в парламенте занимаетесь, что обсуждаете, и понимаем, что у вас действительно там сплошной юмор и доходящий до абсурда. Вот я сам не согласен. Так. К сожалению, подавляющее большинство политиков наших чувств юмора отсутствует. Они всерьез обсуждают вот эти нормы про государственный язык, про требования работодателей и прочее. Мне в жизни всегда чувство юмора помогало, и когда ты можешь посмотреть с юмором и на себя, и на то, что вроде как всерьез происходит вокруг тебя, да, тогда проще жить. Проще и интереснее. Ну вот смотрите, вчера там в парламенте зажигательный законопроект, очередной там поправки к закону о труде. Вот у вас с государственным-то языком неплохо все обстоит, так же, как и с негосударственным, имеется в виду русским. Вы знаете, я вообще-то родился в Латгалии. И так как мама у меня была по образованию агроном, то ее потом перебросили в Ирос, я в Земгало, в Бавском районе. Там проживали очень много литовцев. В то время я был вынужден, чисто автоматически, как любой ребенок, мы и знали и литовский. Потом я учился в Киеве. Помните, кстати, что-то? Понимаю, но, естественно, я ежедневно его не употребляю. Потом учился на Украине. Чтобы общаться с девушками, был вынужден изучать украинский. Да, тоже понимаю, мне нужно пару суток, чтобы опять войти в русло. Жизнь кинула на Дальний Восток. Жизнь заставила меня в буквальном смысле изучить японский, разговорный. Домик рисовать я так не научился. Кстати, моя старшая дочь, правда, закончила факультет и прекрасно владеет японским. И домик тоже рисует. Да. А то, что касается вот этой всей билиберды, так, наверное, нельзя говорить. Законопроектом. Ведь смешно выглядит, когда необходимо обсуждать действительно серьезные вопросы экономики, финансовые и так далее, а там обсуждения нет. У нас самое популярное – это язык, это гражданство. Хотя то, что касается языка, был у нас, к сожалению, ныне уже покойный депутат парламента, выходец из Канады, Гундарс Валдманис. Он уже больше не был депутатом. На мой взгляд, очень умный человек, финансист. Кстати, всеми фибрами души почему-то ненавидел Соединенные Штаты Америки. И как-то я с ним случайно встретился в ресторане, зашел пообедать. Он сидел рядом с девушкой. Валдманис вообще по-русски не разговаривал. Не знал. Он просто не знал, да, он владел английским, французским, испанским, еще какими-то языками. Вот русского не знал. И он говорит, Янис, давай присядь. Я присел, начинаем разговаривать. Он говорит, давай представлю я тебе девушку. Это его пассия, они там вместе жили. Девушку зовут Марина. Она разговаривает и понимает только на русском. Да. Я говорю, Гундарс, а как вы общаетесь-то? Он говорит, ты знаешь, а мы как-то находим общий язык. У нас нет проблем и языкового барьера. Отлично. По поводу Гундарса Валдманса я говорил, он Соединенные Штаты ненавидел всеми фибрами души. И
как только услышал словосочетание Соединенные Штаты Америки, он выходил на трибуну и клеймил их позором от А до Я. Да, не меньше, чем полчаса. И как-то он любитель был подремать во время заседания. И так и в повестке дня был поставлен вопрос о предоставлении вице-спикера господину Америксу отпуска. И тут он дремлет, его сосед толкает: слушай, Америка, про Америку говорят. Он, да, нажимает кнопку, выходит на трибуну, 15 минут, клеймит позором Соединенные Штаты Америки. А в итоге было голосование за представление отпуска Андреса Америкса. То есть Америка с отвалинаем превратилась там. Так что пятно позора. Очень-очень интересно у нас бывает и в парламенте. И если говорить, вот когда избрали госпожу Вайер-Вейт-Фрейберг президентом, среди политиков, к сожалению, и если подхалимы, чтобы не говорить грубее, да, тоже придумали, что вот если президента избрали, значит, его автоматически должны наградить орденом 3 звезд первой степени. Когда уже можно было подавать предложение на второе чтение, я тоже выдал предложение, суть которого сводилась следующим. Если президент избирает на второй срок, так как он уже однажды награжден орденом 3 звезд, повторно его не награждать, но длину цепи удлинить 2 раза. Чтобы она не болталась по ногам, в соответствии с законом цепь необходимо обмотать вокруг шеи 5 раз. К сожалению, депутаты, это было официальное предложение, депутаты не поддержали. Да, кстати, если бы не обматывать вокруг шеи, то мужчинам-президентам вообще проблемно было бы носить этот орден. Да? Ну, я-то больше опасался мужчин. Да, естественно. Вот вы говорите о Америке, о том, как на нее реагировал ваш коллега Гундерс Валдмейнс, но ведь Америка, будучи форпостом НАТО, была действительно врагом и вашим личным, и всей советской армии. Вы знаете, среди профессионалов и офицеров мы, кстати, всегда находим общий язык, как это ни странно. Как-то я был, уже будучи офицером, правда, было в гражданке, и мы с приятелем встретились в Киеве, зашли в кабачок, и там что-то не поделили. У нас, естественно, рядом были девушки, и тут второй состав киевского «Динамо» там не совсем себя корректно вели, начали приставать девушкам, но закончилось это, началось с дракой. Мы вдвоем, их там чуть побольше мы. И потом смотрим, из этого помещения, где мы находились, один за другим начинает вылетать народ. Да. Оказалось, там еще было 4 моряка из Югославии. Да. Они оказали нам посильную помощь. Мы совсем справились. Да. И потом сели, выпили чаю, конечно. Да. В кабачках-то с девушками чай пьют обычно. Конечно. И о том, к чему я веду, что офицеры всегда находят общий язык. На Дальнем Востоке там очень, естественно, все разведки мира интересуют вооружение другого государства. И там, где был участок ответственности нашей бригады, где службу нес мой корабль, очень часто находились и корабли Соединенных Штатов Америки, корабли разведки, которые заходили в территориальные воды СССР, в проливах выставляли аппаратуру, чтобы отслеживать передвижение подводных лодок. Да. Там атомных подводных лодок тоже достаточно много на Дальнем Востоке. В советское время было. Не знаю, как сейчас. И вот мы засекаем, что в тех водах находится в не совсем положенном месте американский корабль. Он, правда, маскировался под научное судно и так далее.
мы начинаем преследование. Разговариваем, вызывая его на всех волнах возможных, какие есть. А в ответ? А в ответ тишина. Мы там, я его предупреждаю, если не остановится, там буду применять оружие и так далее. Он выходит, успевает выскочить в нейтральные воды, отошел и выходит на связь. «Привет, Янис». Я говорю: слушай, Майк, я в конце концов тебя утоплю, а сейчас не имеешь права. Да-да-да. И самое смешное, что уже... Самое смешное, что утопили, да? Его? Нет. Мы с ним встретились лет через где-то 10 в Соединенных Штатах. Я был в командировке, мило посидели, поболтали. Есть профессиональный долг, да, и который обязан выполнить любой военный и любой офицер. Да. Есть и чисто человеческие отношения, что, правда, не мешает выполнению профессионального долга. Скажите, а вот у нас вопрос здесь есть уже. Не скучаете ли вы по службе на границе и по морю? Границу на замке, особенно в Латвии, вы что? Понимаете, есть определенная ностальгия, потому что Дальний Восток, я очень рад, что я попал на Дальний Восток, хотя вся моя жизнь – это цепь сплошных случайностей, хотя философы говорят, что любая случайность есть неосознанная закономерность. Я с 3 класса начитался про трижды героя Кожедуба, и с 3 класса мечтал стать летчиком. Но судьба распорядилась иначе, потому что мой товарищ уже, мой друг, он хотел стать моряком. Но так получилось, что у нас произошло наоборот. Он стал летчиком, я стал моряком. Так почему летчиком не стали? А документы напутали в военном комиссариате. Там очень много можно рассказывать. Я не хотел поступать в училище. Потом я пытался уйти из этого училища. Но это очень долго рассказывать. Вызвали маму. Я отказался сдавать сессию. Вроде учился неплохо. Вызвали маму, меня как нашкодившего там... Вызвали я не при делах. Вызвали к адмиралу. И я говорю, а я написал рапорт, когда я понял, куда я попал, и политика особо меня вроде как не привлекала. Вызвали там, вот почему вот ты написал рапорт. А суть рапорта была, или меня переводят на штурманский факультет командный в Питер, соответственно, в училище другое, или на срочную службу на флот, а я уже начал переписку с училищем Макарова в Питере. Меня готовы были, это было на 2 курсе, меня готовы были принять на 3 курс. Да. И потом аргумент, мне адмирал говорит: слушай, Янис, ты ведь получаешь 2 образования, что соответствует, это правда. Вот если захочешь уйти на командную должность, у тебя есть образование штурманское, ты вот сможешь уйти. Ну, я согласился, сдал экзамены и закончил училище. По итогам окончания училища, как приезжают так называемые покупатели, приехали. Я занимался усиленной борьбой, тренировался в киевском «Динамо». Мой приятель, наш класс вообще был создан из спортсменов. Зачем были нужны спортсмены? Потому что ежегодно приезжала инспекция, проверяла состав состояние физподготовки. И вот 1 курс мы заканчиваем, приезжает московская инспекция. У нас там ниже кандидата мастера спорта по разным видам спорта не было. Правда, был один кандидат мастера спорта и по шахматам. Да. Вот, за него я, как правило, автомат таскал на марш-бросках. Да. А он за вас? Я с ним в шахматы играл, я в детстве тоже шахматами увлекался. Да. Он, кстати, прекрасный поэт, рыжанин, живет сейчас в Москве. Вадим очень хороший человек. Ну и когда приезжает эта инспекция, она так, начальник училища говорит: ну, давайте выбирайте любой курс, класс, ну, что вы хотите. Ну, любой, вот 12-й. Ну, это 1 курс. Вот мы там и отпахали за все училище. На следующий год, ну что, вы там в прошлом году проверяли 1 курс, давайте
второй. Ну, и так до окончания училища. И по итогам окончания училища, когда приехали так называемые покупатели и начальник представитель отдела кадрового Балтийского флота, а я хотел попасть служить на Дальний Восток, романтика и так далее. Вариантов-то немного. Был, то есть, Балтийское море или Дальний Восток. Нет, еще Черноморское. Черноморский, да, Северный флот. Флотских подразделений в Советском Союзе было много, в том числе и на Иссык-Куле, на территории Белоруссии. А на Иссык-Куле испытывали... Беларусь-то какой флот? Припяти. По-моему, Припять. Могу ошибиться. То есть Чернобыль охраняли? Нет. Там была подготовка младших морских специалистов по химвооружению. До Чернобыля еще было далеко. И вот мне предложили или стать... идти служить ПДСС, подводные диверсионные силы и средства, благо физическое состояние позволяло, или идти служить в Липаю на комсомолец Латвии. Мы пошли на тренировку с приятелем, уже сдали экзамены, диплом защитили, там где-то неделя, ну какие увольнительные, мы же герои. Мы пошли без увольнительных, естественно, на тренировочку, а назад возвращались разными дорогами. И тут же вяжет патруль, да. Он был кандидатом в мастера спорта по плаванию, да. А я пошел другой дорогой. Ну, и на следующий день мы идем по плацу, а навстречу нам идет командир батальона, капитан первого ранга Кузнецов. Он: курсант, ко мне. Мы подходим, докладывает: так, вы, товарищ Горяинов, за то, что попались в патрулю, пойдете служить на Тихоокеанский флот. Вы, товарищ Адамсон, хотели трудной службы, пойдете служить в пограничные войска. И я тогда первый раз услышал, что есть морские части погранвойск, я представления не имел, да, что есть такие, честно скажу, и чем они занимаются. И я попал служить на Дальний Восток, но там опять, что меня сопровождало всю жизнь, в училищной характеристике было черным на белом написано, потом, когда личное свое дело читал, удивлялся, там красным было обведено, что сила воли развита исключительно, поставленные командованием задачи выполняют точно назначенный срок. Мы сейчас уйдем на новость короткие, на рекламу, а потом вернемся и продолжим. Янис Адамсон у нас сегодня в гостях, не переключайтесь. Отличное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома после 9 утра. Личное утро. Доброе утро еще раз. Лично утром мы продолжаем. У нас сегодня в гостях депутат Сейма и бывший министр Янис Адамсон. Телефон прямого эфира 672-12-93-9. Господин Адамсон, вот тут в нашем видеочате люди восхищаются, что из вас прям энергия прет. Откуда энергию черпаете? Из космоса. Из космоса? Да. Связь какая-то? Да, прямая. Но не такая, как у отдельных. Я не с Марса. Да? Ну, хорошо. Вы просто буддист. Я увлекался, кстати, очень многими вещами, но дело в том, что находясь в море, как я всегда смеюсь, что моряки – это интересный народ, они одновременно и верующие, и самые большие атеисты. Да, когда припрет, это такие верующие, так мы молимся, что упаси Боже мы. Да, а когда, сами понимаете, иногда и забываем. Моряки, чем они отличаются, это широтой взгляда и глубиной взглядов. Потому что на море чем заниматься? Книжки читать. Устав. Товарищ курсант, вот как у нас было. Если вы дурак, то читайте устав с вечера, как это делаю я. Или тоже училищное. Товарищ курсант, ботинки нужно чистить с вечера, чтобы утром одевать на свежую голову. Логично. Но вот любая армия, любой порядок, он приучает на всю жизнь. У вас этот вот распорядок с училища... Какие-то привычки, может быть, остались? День, утро, вечер. Да, ходить самоволки, это точно с училища. Нет, в училище учились, у нас было зарплата, кстати, курсантам начальная, так же, как и солдатам, которые служили, было очень интересно, 3,62.
Если... И причем не в день. Не в день, в месяц. А это в то время, если память не изменяет, бутылка водки. Ровно бутылка водки. Ровно. Да. И, естественно, хочешь встретиться с девушкой на увольнение, то, правда, если ты успешно учился, тогда тебя только в увольнение пускали. Надо что-то. Ну, вот мы срывались в самоволке, грузили вагоны, да, и денежки зарабатывали. А утром на лекции. Ну, я представляю, как там. У нас, Подожди, а девушки-то где в этой схеме? А девушка потом. Ну, ясно. Сначала-то самолеты. А вообще здорово, вот когда хватает энергии на все. И на вагоны разгрузить, и на строем походить, и на лекции сходить, и потом с девушками В свое время, почему я начал курить, я не курил где-то до того времени, как я не стал командиром корабля, я активно занимался, в том числе служил спортом, и моряков гонял. Естественно, по физподготовке у нас вроде проблем не было. Но рекорд бессонницы у меня было ровно где-то неделя. Мы проводили совместную операцию с американцами, японцами, канадцами. Там есть такой район в Тихом океане, где лососевые перед тем, как уходить на нерест, нагуливают. Да, жирок и так далее. Ну и браконьеры, наверное, да? И там браконьеры всех мастей. Вот мы скоординировались, проводили операцию. Американцы со своим вертолетом, у них хороший корабль береговой охраны, задержали 2, японцы с канадцами по 1, а мы здорово задержали 11. Действительно здорово. Почему? Потому что их надо было тащить неделю до ближайшего порта. Это порт Находка. Да? А в результате все офицеры на корабле остался из офицеров я один, и 1/3 экипажа, потому что надо было... Вы рассредоточились наблюдать, да, за этими следить? Конечно. И вот тогда никогда не забуду меня. Сигарета в одной руке, в другой кофе. Так неделю не спали, что ли? Ну, там же галлюцинации начинаются уже, если неделю не спать. Ну, девушек мы не видели, к сожалению. Слушайте, откуда ваше прозвище Капитан Акула? Да, вы знаете... Откуда оно взялось? Тут, кстати, в чате нашем на портале mixnews.lv уже приветствуют. Здравствуйте, Капитан Акула. Как приятно вас слышать. Нет, дело в том, что первое прозвище... У меня разные прозвища бывали. Мы в училище меня называли медвежонком. Да. Почему? Ну, я вроде как так. Понимаете, вот поступил в училище, а чтобы я не прошел в училище, у меня особого желания вот именно в это училище поступать не было. И тренер, он, слава богу, мне многому научил, и особенно жизни. Да. Он говорит: слушай, чтобы не облегчать тебе жизнь, да, я тебе документы не выдам, что ты КМС, да, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе и самбо. Ну, я поехал поступать, и там физподготовку, ну, там при поступлении, в полном обмунировании я на 5000 рванул на 500, и в обмунировании на кросс по пересеченной местности было 1000, ну, то есть километр. Я тут же выполнил первый разряд, оказывается. Там все остальные отстали. И так по всем другим показателям. Потом ко мне подходит там физрук, начальник физкафедры. Вы чем-то занимались? Нет. Ничем. Случайно получилось. А потом, ну, естественно, это все-таки заложено. Спортом хочется заниматься. Ну, поступил уже в училище, закончилась учебка. Ну, и пошел в спортзал. Но у меня спортивной формы нет. Ну, такие семейные трусы, как обычно. Ну, там местный король такой накачанный. Говорит: ну, ты что, занимался? Я говорю: да, ну, вот тут немножко. Вроде как, да. Он: ну, давай, иди сюда. Я тут размяться хочу. Ну, вот я там слегка его покидал, да. Все. Под моим началом. Ну, вот так я занимался спортом. И, кстати, спорт мне
весьма пригодился. Это то, что касается медвежонка. Потом следующая кличка, когда я начал служить, это был красный террорист. Когда мы взяли одного, я говорю, время прошло, можно многое рассказывать. Взяли одно судно, задержали, задержали одного подполковника японской разведки. Помню имя и фамилию до сих пор, не буду называть. Да, тем более мы это по-японски очень хорошо понимаем, как и наше большинство слушателей. И когда нашли компрометирующие его материалы, он говорит, слушай, только не... А я был молодым, зеленым лейтенантом, говорю, слушайте, ну давайте, как профессионал. Вы ведь не моряк-пограничник. Такой тщательный обыск у меня никто никогда не проводил. Потом была кличка «Веселый капитан». Да, это после чего. Да, я всегда... Над кем покуражились? Да, я всегда с улыбкой накладывал штрафы. Вот, например. А другая сторона улыбалась при этом? А что именно стало? Вы знаете, как-то в советское время обо мне писала вся советская пресса, центральное издание, за исключением газеты «Правда», хотя их корреспонденты тоже приезжали, а потом... Смотрю, нет публикации. Встретились в Москве, хорошие ребята, говорят, слушай, Янис, вот по тебе какое-то табу пришло, у Компартии со мной что-то там нестыковочки. Были такие слегка недопонимания. А главный редактор журнала «Пограничник», который писал обо мне очерк, где-то страниц на 20 я напечатал, к сожалению, лишил своей должности. Да, это печально. То есть веселый такой капитан. Да. Короче, иди, друг, драить галью, и сам улыбается. Вот я накладываю штраф, анекдот там, общаемся с япошком, Америки работают, да, проходят, товарищ командир, вот так и так. Вот, понимаете, вот такие нарушения. Я говорю, Сингасан, понимаешь, 10 тысяч. Штраф это максимум, это 10 тысяч золотом, под тем расценком где-то 20 тысяч долларов. Он так начинает смеяться, это потом уже и в «Крокодиле» написали. Журналисты «Крокодила» тоже были у меня на борту. Это опять другая история. И я говорю, а ты чего улыбаешься? Он говорит, я первый раз вижу, что с улыбкой меня штрафуют на 10 тысяч. А чё ж? Ну ладно, заплачу, тяжело, но я ж тоже обязан улыбаться. Но я с япошками там тоже по-разному было. А вот то, что касается чувства юмора, понимаете, вот служа на корабле, мы друг над другом очень много шутили, офицеры разыгрывали, там взрыв пакеты и так далее. Особенно, когда я стал старшим помощником. Допустим, штурман, у меня душевая в каюте, нормальная душевая. И штурман говорит, слушайте, Янис Иванович, а можно я к вам зайду, приму душ? Я говорю, какие проблемы, Саша? Идите, man. А там нам видно вместе, взрыв пакет стоит. Он полумокрый выбегает. Янис Иванович, не удалась шутка. Я говорю, молодец, нашел. Потом он там моется. Взрывы. Он выходит весь закопченный, оглушенный. Или, ладно, под конец, как мой старший помощник вылечил радикулит. Первое назначение командиром корабля был у меня... Командира корабля сняли, там разгильдяйский корабль. И вышел первый раз в море на этом корабле. И утром подъем на пограничниках в 11:00, так мы ночную вахту несем, службы и так далее. И старший помощник играет подъем, сыграл и говорит, товарищ командир, я пойду спущусь вниз поднимать моряков. Я говорю, что? Моряки ж на физиратку не встанут. Я говорю, ладно, останьтесь здесь. Спустил к себе, взял пару взрыв пакетов, не пару больше. Подхожу к одному кубрику, закидываю взрыв пакеты. Они разные, правда, были. Мы сами делали. Тоже иные. Захожу к другому, а там взрывы в закрытом помещении. Там отдельно скидывал с коек. Как же там Тут же играю аварийную тревогу.
химическая атака, в химкомплектах, это июнь, да. И концовка, больше все вставали вовремя. А Старпом подхватил радикулит. Возвращаемся в базу. Он еле согнуться может. Товарищ командир, разрешите, я останусь. Я говорю, ну ладно, оставайся. На следующее утро прихожу, он бодренький, свеженький. Скачу, я говорю, Старпом, где вы? Как вы вылечились-то? Да понимаете, вот играют, эти же гады знают, что вас нет. И не встают. Ну, я взял, доковылял, взял зеропакет, кинул. А они на стрёме оставили там одного моряка. Он поймал зеропакет, кинул назад и прямо на спину. Как стрельнуло, весь радикулит Прошел вылетел. сразу. Господин Адамсонс, нам, к сожалению, пора заканчивать. А Вообще жаль. не успели поговорить, да, жаль. кажется, такое ощущение. Да. Здесь куча вообще восхищенных комментариев. Доброе утро, ехал в машине, слушал интервью, очень интересная беседа. Кто-то здесь вот даже пишет, что, наверное, здорово с вами под шашлык и водочку вечер провести, баек наслушаться. Пивка. Да, настроение на неделю. Ну и, в общем-то, люди очень-очень довольны. Будем вас еще звать обязательно. Приглашать, приходите и рассказывать. Марина, если вы будете приглашать вместе с откажется. Константином, Не откажете. не откажусь. Хорошо, спасибо вам большое. Янис Удачи всем. Адамсонс был у нас сегодня в гостях. Константин, я знаю, хочет прочитать объявление сейчас нашим радиослушателям.